прошедший 23-й год мы видим, насколько мы все изменились и повзрослели. Подводя итоги года, Айдар Салимгараев отметил, на фоне происходящих событий у СМИ многократно возросла ответственность. Социология показывает, снова вырос интерес к традиционным медиа, которые перепроверяют факты и не идут на поводу у хайпа. Мы пребывали в большом пиетете перед успешными и модными инфлюенсерами соцсетей. Сегодня доверие аудитории вернулось к системной журналистике, той, которая опирается на факты. Отрадно, что груз ответственности не заставил вас забыть главное предназначение нашей профессии – быть глашатаем общества, вовремя увидеть проблемы, озвучивать их, инициировать решения. Как подчеркнули на коллегии, против нашей страны развязана информационная война, где оружие, фейки, вбросы и провокации. И противостоять этому приоритетная задача журналистов. В этой ситуации, конечно, нужно учиться выявлять всю неправду и каким-то образом стараться фильтровать информацию, чтобы донести ее уже в очищенном формате до своей аудитории, потому что сейчас так ухитряются наши неприятели работать, что даже опытные журналисты иногда не могут отличить, фейк это или не фейк. В условиях проведения специальной военной операции, в преддверии важнейших общественно-политических, международных мероприятий, конечно же, коммуникационная среда остается полем напряженной информационной войны. Медиапространство становится изощреннее, перестает быть только совокупностью медиа, превращаясь в арену для борьбы смыслов. Волна провокаций в ряде национальных республик показала, как инфокоммуникационным техникам можно дестабилизировать обстановку. Мы внимательно анализируем эти события и видим везде одни и те же подходы и технологии. Отдельно поблагодарили военкоров республики, журналистов, работающих в зоне СВО. На коллегии показали фрагменты их видеорепортажей, в том числе и ТНВ. Это репортажи Зуфара Давлетшина, Андрея Ключникова и Булата Абдульманова. Позвольте искренне поблагодарить за вашу работу, самое главное, за вашу смелость и отвагу, и мужество. Рахмат Сагавидзе. Сейчас Татарстан – один из самых медийных регионов страны. В республике работают около 700 СМИ. В этой сфере трудится более 3000 человек. По итогам года печатные издания стали более представительными в интернете. Радиостанции получили больше рекламодателей, а телевидение сохраняет интерес и доверие аудитории. По данным анализа IP-вещания Тателекома, телеканал ТНВ сегодня занимает второе место в рейтинге телесмотрения Республики Татарстан. На сегодня республика, наверное, единственный регион, который выставил линейку вещания близко к международным стандартам. Канал общего смотрения, новостной канал, музыкальный, внешнее вещание, детский телеканал. Не хватает только спортивного. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев особо отметил детский татарский телеканал «Шаян ТВ». Я вчера побывал на детском телеканале «Шаян». Действительно потрясающе. Дети сами делают телепередачи. И этот канал вещает 24 часа в сутки. Такого нет нигде у нас в стране. Я все время привожу Татарстан в пример, когда выступаю. У вас есть целый ряд средств массовой информации, действительно от детских, юношеских до любых других на разные темы. Все на языках и других народов, которые живут на территории республики. Это очень важно, сохранять свой язык. Очень важно воспитывать смену журналистскую. Как отметил Азгат Сафаров, задача на этот год – широкое внедрение современных технологий и искусственного интеллекта. Главной тенденцией года видится внедрение в работу журналистов технологий искусственного интеллекта. Сегодня искусственный интеллект может облегчить процесс сбора и анализа информации, стать подспорьем выработки новых подходов в адресной работе с аудиторией. Это, в свою очередь, конечно, ускорит процесс работы, освободит время для креатива со стороны автора, а медиаресурс в целом позволит делать свой контент более персонализированным. С масс-медиа готовы тесно сотрудничать Академия наук Республики, помогать с экспертной оценкой событий и проводить семинары для журналистов. Всего в 2023 году комментарии экспертов Академии наук на актуальные темы были представлены в более 150 телерадиопередачах. Из них 83% приходится на республиканское телевидение и радио. Телеканала ТНВ 69%. В завершении встречи чествовали лучших работников отрасли. Государственные награды получили наши коллеги. Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов удостоен благодарности Раисы Республики. За многолетнюю плодотворную работу первый заместитель Ильшат Сайфуллин награжден медалью за доблестный труд.
Редактору дирекции утреннего вещания Алсу Асхадуллиной вручили почетную грамоту Татмедиа. Дмитрий Аверин, Мисан Саитова, ТНВ, Казань.